Во времена Советского Союза поддерживать связи с братскими народами Кавказа на должном уровне не удавалось. Первые гастроли и взаимные поездки труп с ответными визитами стали важнейшими шагами не только в вопросах культурного обогащения, но и в общечеловеческом, высоком смысле. Вспоминая времена гастролей 3 театров, времена, когда близкие братские народы лишь узнавали друг друга в культурной и творческой сфере, именитым актерам сдержать эмоции сложно. Их миссия – нести знамя познания через искусство, неоценимо важна. Приехали мы, Кабарда, Снальчика. Мы были здесь месяц, ездили по селам. Мы несли миссию, кроме того, что мы спектакль показывали, мы рассказывали людям, кто мы такие, кто мы друг другу и так далее. Это, в общем, очень большая такая и была миссия. Миротворческая, я бы сказал, в хорошем смысле этого слова. Потом Абхазия приехала в Нальчик на 40 дней. Обратное вот это братание. И вот то же самое мы делали в Кабарде, объясняли людям, кабардинцам, и молодежи в основном, кто мы и что мы друг другу и так далее и тому подобное. Вы знаете, до определенного времени даже большинство и абхазов, и адыгов не знали, что мы родственные народы. Не знали и не подозревали. Потому что, это скрывалось почему-то. Потом только в 1984 году наш Адыгейский театр приехал сюда. Тут мы познавали друг друга. То есть находили опять друг друга. Возвращались к своим истокам. Вот тут только, вот здесь. Потом Абхазский театр, потом Кабардинский театр приехал. И мы были первооткрывателями. Не хочется, чтобы пафоса не было много, но мы были первыми, кто как бы открыл окошко. В 1985 году в тяжелое и сложное для абхазского народа время режиссером театра был Валерий Кова. Именитый театральный деятель и актер. Он был убежден, что любой спектакль, помимо незаурядной трактовки и динамичной постановки, должен отвечать на главный вопрос – что же такое театр? И в действительности, пожалуй, существует множество подходящих ответов, но самым правильным кажется лишь один – театр – это люди, талантливые, удивительные, смелые и решительные, герои и творцы. И вот сегодня у нас в гостях действительно вот для моей жизни, для меня, и не только для меня, для всех абхазов, это легендарные личности. Это люди, которые в самые тяжелые дни, которые рядом стояли с нами, днем и ночью. Это актеры, большие актеры. Это Зехов Заур и Шебзухов Басир. Братские узы и налаженные между театрами связи сыграли свою значительную роль в дальнейших, весьма тягостных и трагичных событиях. Многие актеры добровольцами прибыли на помощь абхазскому народу во время войны. Заур Зехов и Басир Шебзухов активно помогали Абхазии, стояли рядом с нашим народом в самое сложное, тяжелое время. После того, как война началась, наша молодежь уже сама побежала сюда спасать братьев. Потому что они уже знали, что это братья. Не кто-то так как-то что-то, а братья. Вот. Что сыграло очень немаловажную роль. Чем мы горды, кстати, потому что наши актеры приезжали, воевали. Я приезжал во время войны здесь с благотворительной помощью и так далее и тому подобное. Каждый как мог. И Северный Кавказ, и Абхазия плечом к плечу, как в мечети. Знаете, в мечети надо молиться плечом к плечу. Тогда Всевышний Аллах принимает это как общую молитву, она сильнее. Понимаете, поэтому здесь тогда стали плечом к плечу, да. Переоценить важность укрепления братских уз между кавказскими народами невозможно. Самые сложные дни, решающие и трагичные, именно помощь братских народов сыграла значительную роль. Во время войны эти люди что делали? Вот Толик Шахналиев, он там внизу написан, он воевал, актер Кабардинского театра, он написал: вы можете вернуться в свое здание, я освободил ваш театр. Такое. Все они, все члены семьи, родственники, а потом это оба Зехов и Шебзухов, они ведущие актеры Северного Кавказа, они очень влиятельны. Они подняли, возбудили вот эта естественная кровь, единая кровь абхазо-адыгская. Это такую поддержку потом
мы получили в начало войны. На данный момент возможность возобновить гастроли между театрами детально обсуждается. Говорят, именно театральные подмостки служат всенародной школой жизни, и, пожалуй, поспорить с этим сложно. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.